Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И первая новость. Исторический парк «Россия. Моя история» перешел в ведение Министерства образования Республики Саха-Якутия в качестве музейного комплекса. Я вообще очень рада, что именно исторический парк нас принимает в своих стенах. Это потрясающе вообще по всей России такие учреждения. Они современные, они интересные, они мультимедийные. Я вообще бывший музейный работник, поэтому мне это особенно близко и очень радостно. Исторический парк «Россия. Моя история» сразу стал точкой притяжения. И не только посетителей парка, которые могут посмотреть здесь более 10 выставок, мультимедийных и разного характера, но и проведение важных государственных мероприятий. Министерство образования Республики Саха-Якутия провело совещание работников профтехобразования и профтехобучения с директором департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Неумывакина Виктора Сергеевича. Республика Якутия – это всегда лидер в системе российского образования, особенно что касается системы подготовки кадров. Поэтому, находясь в республике уже второй раз, организовал этот приезд для того, чтобы мы с коллегами обменялись мнениями по вопросу развития системы среднего профессионального образования, посмотрели те кластеры профессионалитета, которые созданы в республике, обсудили вопросы профориентации школьников, подготовки кадров под запрос предприятия. Мы посетили сегодня ряд объектов, побывали в парке «Россия. Моя история», где проводится выставка о системе среднего профессионального образования республики. И хочется в очередной раз сказать спасибо большое коллегам, всей системе среднего профессионального образования, директорам, педагогическим коллективам, что каждый раз из раза в раз подтверждают звание лидера системы среднего профессионального образования страны. Какие цифровые показатели для нас являются основными в системе профессионального образования? Это, конечно же, уровень трудоустройства выпускников колледжей и техникумов. Это, конечно же, количество предприятий, с которыми сотрудничают колледжи. Это то, как ребята сдают демонстрационный практический экзамен по выпуску. Это количество предприятий и школьников, вовлеченных в систему профориентации. Мы запустили систему профориентации заново с 6 по 11 класс. Абсолютно для всех школьников страны проводятся уроки «Россия. Мои горизонты», которые призваны как раз рассказать о мире профессий. Совещание было посвящено развитию региональной системы среднего профессионального образования под председательством заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Анатолия Семенова. Среднее профессиональное образование, что начальная школа у нас всегда сильная, всегда была сильная в республике, нам есть чем гордиться, но Виктор Сергеевич на что намекает, что как там в Алисе в стране чудес было, да? Чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать, да? То есть у нас очень большая конкуренция за молодежь, все регионы воюют, да? Это реально так. Всем нужны ресурсы, кадровые ресурсы, но здесь нам нужно действительно становиться лучше. И я могу сказать, как заместитель председателя правительства и глава республики, который возглавляет рабочую группу СПО, да, в Российской Федерации, я как заместитель председателя правительства не могу находиться как человек, который вышел со среднего профессионального образования. Мы очень сильно замотивированы, чтобы наши колледжи действительно становились лучшими в стране. На совещании, помимо 4 модераторов, прозвучал доклад министра образования Республики Саха-Якутия, отчеты об успехах государственных учреждений профтехобразования. И состоялся откровенный разговор, задавались вопросы. Потому что на сегодняшний день села все страдают с кадрами. Нету. Смотрите, здесь, естественно, мы все время, честно, давайте сходим, и вечно вокруг вопроса распределения. Все время где-то там шепотом звучит, а давайте-ка всех силы распределим, как было в Советском Союзе.
этих сюда, этих туда, этих туда. Естественно, мы все понимаем, что распределение – это не самый идеальный инструмент. Там, во-первых, он и тогда давал сбой, там справки только так предоставляли разные, так еще и по-другому написана сейчас вся нормативная база. Когда мы говорим, естественно, это, когда мы говорим про устройство студента, это работа конкретного предприятия и его будущего работника. Примеров есть множество. То есть меры поддержки абсолютно разные, но это дело конкретного работодателя. Это не удел системы образования. Мы с вами, Министерство образования, региональное Министерство образования, директор колледжа не может предоставлять квартиры для того, чтобы наши выпускники трудоустроились. Это нам должны помогать коллеги из экономики. Виктор Сергеевич говорил о стипендии, которые назначают работодатели. Вот в данном случае компания Колмар сегодня тоже об этом говорила, что студенты, успешно прошедшие практику, имеют повышенную стипендию, которую установила компания Колмар. В данном случае каждый студент, который успешно прошел практику и продолжает затем и обучение, и работу, он получает дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. Это хорошая стипендия, учитывая, что академическая стипендия в районе сегодня 3000 с копейками. Поэтому, конечно, но это определяет работодатель. Это не государственная программа по повышенной стипендии. У нас есть академическая стипендия, и стипендия, которая на 4,5, если студент обучается, то она умножается на 2,5 от социальной стипендии. То есть здесь математика достаточно простая. Сегодня Нюргун Афанасьевна говорила, что выплачивается 5000 с копейками. Это стипендия для студентов, у которых родители являются участниками СВО. Это немножко тоже другое. Но меры поддержки сегодня работодатель устанавливается. Если обобщать, это основные меры, это надбавки, второе – это жилье. Вот эти две меры предоставляют в регионах в разных пропорциях, в разных объемах и в разных форматах. Институт, который готовит шеф-поваров, институт Поля Бакюза Красноярский, по гастрономии, но он коммерческий. Возможно ли создать на этот институт целевые места для нашей отрасли? Почему нет? Это обсуждается. Мы в этом году в эксперимент зашли вообще в целом по локаторным цифрам приема именно целевых мест. Да? И здесь тоже очень важна, я в такой позиции на самом деле нахожусь, сам был не по ту сторону баррикад. На самом деле роль работодателя очень сильно сейчас играет. Допустим, вопрос, зарегистрировались ли наши предприниматели на сайте работы, выставили ли там, А если этого нет, сегодня страна только через этот инструмент отслеживает и предоставляет целевые места на это. То есть мы должны, допустим, сеть ресторанов такой-то заявиться на сайте работы РЭК, сказать, что нам нужны такие кадры, и указывать прямо, выбирать вузы, которые, республика, регион, там по-разному бывает, но, допустим, регион. Мы выбираем, это нам надо. И все это делается официально, поэтому, мне кажется, нам надо с вами отдельно собираться, Тимур Ильич, наверное, надо будет с предпринимателями собираться, но самыми такими активными, кто готов входить в прогноз, все равно, который может более-менее уверенно говорить об этом, давайте через это начнем работать. На самом деле это вопрос правильный. У меня вопрос по нашей болонской системе. Когда-то мы готовили учителей технологий, но так как Россия перешла на болонскую систему, эту специальность у нас забрал бакалавриат. Я знаю, что в следующем году мы прекращаем прием на бакалавриат. Вернется ли наша специальность в колледж? Мы готовили проект федерального стандарта о том, чтобы готовить преподавателей труда, технологий, информатики, ОБЗР и, по-моему, трое этих останутся. У нас было на прошлой неделе было совещание с Татьяной Алексеевной Голиковой. Там первое будет научная основа этому, второе будет прогноз экономического развития страны,
Третье, там будут инвестиционные проекты. Четвертое, будет опрос работодателей. И пятое, это ретроспектива, сколько сейчас есть вакансий. И на основании вот этого всего, там они умные слова говорят, что это не дискретно, а параметрически, они нам выдадут информацию, сколько нужно кадров в той или иной отрасли. То есть это посчитают. Эту историю мы ждем это к концу этого года. Совещание оказалось очень интересным, наполненным интересными фактами, а также как работать в профтехобразовании Якутии в будущем. Намечены направления, определены задачи. При этом Министерство просвещения Российской Федерации указало на то, что Российской Федерации необходимы рабочие кадры. Встреча дала что? Он задал два вектора нового направления, к чему нужно быть готовым. Конечно, мы знаем программу «Молодежь и дети», мы знаем проект «Кадры», мы готовимся к ним, но тем не менее было очень кратко и четко задано вектор тому, что не нужно сидеть и ждать чего-то, нужно двигаться вперед. И опять же, те, кто пойдут впереди, вот в частности, как профессионалитетчики, почему мы сейчас два колледжа, и вот сейчас выиграл третий педагогический колледж в республике, то есть у нас будет 3 профессионалитетных колледжа. Почему он говорит, что мы впереди? Потому что вот мы зашли в профессионалитет. Сейчас мы заходим в новую программу «Молодежь и дети», где говорил Виктор Сергеевич о поддержке колледжей в части ремонтных работ. Это огромные деньги, это новая инфраструктура, а мы знаем, что наши колледжи нуждаются в обновлении инфраструктуры, потому что именно инфраструктура, она задает именно тот вектор самоопределения молодого человека. Сегодня у молодых людей, девушек есть совершенно другие потребности и требования к уровню и образования, и к уровню работы. Я хочу сказать спасибо большое коллегам, что помимо активного участия в реализации федеральных вопросов, которые мы ставим на уровне федерации задачи, коллеги успевают не только их реализовать, но и дополняют федеральную повестку своей региональной повесткой, организуя работу колледжей, техникумов и школ. Среди этого и передвижной колледж по обучению взрослых строительным профессиям, и другой подход к профориентационной деятельности. Огромное количество проектов сосредоточено в Центре опережающей профессиональной подготовки. То есть коллеги действительно планомерно работают над задачами, которые стоят в республике. С вами был журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорой встречи!